Как выглядит сегодня культура лезгин? Почему лезгинская культура так сильно отличается от культуры родственных народов в Дагестане и так сильно похожа на азербайджанскую культуру? Давайте разбираться. Книга «Оружие народов Кавказа». На 180 страницах рассказана история оружия. Десятки страниц описывают красоту узоров, орнаментов и особенности оружейного дела народов Северного Дагестана, и только один абзац посвящен лезгинам. У лезгин тоже были оружейные центры, больший акцент данных мастерских был на функциональность, а не на красоту, и такие центры были в селах Кири и Куйсун. А как же битвы при Хаджи-Дафуде, битвы за Ахты, битва за Гияр-Курах и другие? Много исторических книг, где описаны истории, как сражался воинственный народ лезгины, и прежде, чем враги с юга шли на центральный Дагестан, весь удар принимал в боях Южный Дагестан на себя. Традиция выставлять лезгин в современном Дагестане в невыгодном свете прослеживается также и в публикациях о национальной одежде лезгин, а также в постановках в лезгинских танцах. Описанные танцы, где старик с 4 женщинами танцует, таких танцев в природе не существовало у лезгин и не существует по сей день. Это пособие для руководителей танцевальных коллективов, изданное в 1948 году. Автор – заслуженный деятель искусств Аванесян Арзо Мурадович. 5 танцев народностей Дагестана в помощь руководителям хореографических коллективов. Мы видим надлежащим образом одетых горцев и горянок, представителей других национальностей. И посмотрите, как бедно в одежде слуг представлены лезгины. Давайте обратим внимание на описание танца лезгин. Танец исполняют 6 девушек, 1 старик и 2 юношей. И даже описание движений в танце невозможно воплотить, о чем написал в оглавлении Готфрид Гасанов, что описание танца лезгин не соответствует действительности. В 2019 году Министерство культуры Дагестана переиздает эту же книгу, сохранив некорректную информацию о лезгинах, добавив агульский танец и выделив классическую, общедагестанскую лезгинку. Самое примечательное, автор написал, что общедагестанская лезгинка вобрала в себя элементы аварского, даргинского, кумыкского и лакского танцев. Но самое эпичное, что ни один из этих танцев перечисленных народов ничего общего не имеет с общедагестанской лезгинкой, ни в музыке, ни в костюмах. Так откуда взялся лишний танец? Готфрид Гасанов, отец дагестанской музыки, великий композитор республиканского масштаба, по национальности лезгин, не особо жалует лезгинскую музыку. Подобные странности происходят и с еще одним великим композитором, Зейналом Гаджиевым, который на пару с Сейфуллой Керимовым написали 80% всей музыки для ансамбля «Лезгинка». Но эти имена малоизвестны дагестанцам, ведь о лезгинах, деятелях культуры, было нельзя упоминать. И только в 1961 году Сейфулла Керимов пишет книгу о лезгинской музыке, о положительном влиянии и как обогатилась лезгинская музыка благодаря азербайджанской культуре. Многие лезгинские музыканты получали музыкальное образование в Бакинской консерватории и заимствовали, помимо музыкального лада, и азербайджанские музыкальные инструменты. Еще активнее начали у лезгин появляться ашуги, которых никогда не было у свободолюбивых горцев, и колоритные слова «Аман-аман» в начале каждой песни ашугов «Пощади, помилуй» говорит о происхождении этого направления песнопения, что никак не соответствует вольным лезгинам. Параллельно, в это время, происходила ассимиляция в лезгинских селениях Южного Дагестана. 90% передач по радио и по телевизору шли на азербайджанском языке. И постепенно азербайджанская музыка становилась родной для лезгинского слуха. И позднее все упоминания о музыке лезгин – это азербайджанская музыка в лезгинской интерпретации. Даже на республиканском уровне начались постановки азербайджанского танца, приписывая его лезгинам. Это Олимпиада 80-го года, выступает Республика Азербайджан с танцем Елы. А это уже Дагестан с тем же танцем, но танец уже называется рутульский. И обратите внимание на костюмы. Такие костюмы дагестанские хореографы стали использовать при постановках лезгинских танцев в стиле азербайджанских костюмов. Для сравнения, вот настоящие костюмы лезгин, и мало где можно встретить корректное описание лезгинского костюма. Многие лезгины уже и свыклись с азербайджанской культурой и танцами, даже не думая о корне нашего истинного танца, ритма, национальной одежды.
То же самое можно сказать и об одежде эпоса Шарвели, где показаны абсолютно чуждые лезгину горцу одеяния шута вместо национальной одежды. Нужно работать с костюмерами и менять подход. Но как найти исконно лезгинский танец и музыку? Вернемся к хранителю культуры танца, к ансамблю «Лезгинка». У истоков ансамбля было много лезгин-композиторов. Совершенно очевидно, что в то время нельзя было открыто ставить лезгинский танец. Свет пролила книга Иосифа Матаева «Маэстро Танхо» и его «Лезгинка», где написано, что композиция «На полях Дагестана» основана на лезгинских танцевальных мотивах. В Вестнике антропологии появляется публикация «Чей танец лезгинка» Ильхама Гаджимурадова, где пишет о танце ликури, который переводится как лезгинский. В 1945 году ликури переименовали в картули, что переводится как грузинский. И до сих пор картули, он же ликури, является популярным танцем в Грузии. Как ни странно, и одновременно этот период явился особенно пагубным для лезгинской культуры и в Дагестане. В той же статье Ильхам Гаджимурадов описывает происхождение названия танца лезгинка. Что касается этимологии названий лек, лекс, леск и танца лезгинка происходят от лезгинского названия орла-леки. То есть этноним лек, леск означал орлиный народ. Танец — это символика полета орла. Почему танец называется лезгинка? Не аварка, не карачаевка, не дагестанка, а именно лезгинка. Национальность лезгин-лезгинка. Это позволяет категорически утверждать, что именно лезгины стоят у истоков танца лезгинки. Все доказательства свидетельствуют о том, что общепринятая лезгинка – это и есть танец лезгин, как слово черкеска, первенцем которого стали черкесы. Это очевидность и факт. Давайте любить и ценить свою культуру, хранить ее и передавать поколениям, иначе народ, не сохранивший свою родную культуру, обречен на ассимиляцию. Необходимо нам всем исправлять исторические ошибки, которые были допущены намеренно или ненамеренно, и возродить исконно нашу культуру.